Здравствуйте, девчонки! Это мастерская программы «Зеркальце». Здесь мы сочиняем новые истории старых вещей. Меня зовут Юля, и вместе со мной сегодня творит Эльвина. Привет, привет! В одной из наших прошлых программ мы рассказали удивительную историю появления в гардеробе незаменимых брюк джинс и сделали из них не менее нужную вещь – полку-карман. У нас осталось много старых ненужных джинс. Юбка и шорты из них, конечно, вряд ли получится, но выкидывать жалко. И поэтому сегодня мы сделаем из них очень нужную и необходимую вещь, без которой, кстати, не обходится ни один школьник. Что же это могло быть? Это пенал. Пенал? Да-да, пенал с озорной аппликацией. Интересно, почему футляр называется пеналом? Все очень просто. Слово «пенал» произошло от латинского слова «пенна», что переводится «перо». Это футляр для хранения ручек, кисточек, карандашей всегда был в школе необходимым атрибутом всех времен. Раньше его изготавливали из прочных пород дерева, как дуб, бамбук и красное дерево. А сейчас для изготовления пенала используют разные материалы. Есть тряпочные, пластмассовые, кожаные и даже резиновые. Он хорош тем, что при падении содержимое остается целым и невредимым. Мягкий пенал-игрушка – отличное решение для малышей. Для начала нарисуем донышко нашего пенала. От размера дна зависит вместимость. Закругляем края. С двух сторон. Теперь нарисуем мордочку. Мы будем делать зайчика? Да, осталось только ушки и хвостик. Вот такой эскиз у нас получился. О, какой смешной! Теперь настал черед джинсов. Итак, из моих джинс мы сделаем основу пенала. А я вырежу ушки, хвостик и мордочку. Здорово, не забывай, что ушек должно быть 4. Конечно, можно было взять любую другую ткань, но, во-первых, переделывать старые вещи гораздо интересней. А во-вторых? А во-вторых, я уже не раз говорила, что джинсы славятся своей прочностью и практичностью. А все потому, что давным-давно, больше 150 лет назад, их начали шить из настоящей парусины. В то время как раз начали строить корабли, которым больше не нужны были паруса. Ткань, которая выдерживала морские штормы, тут же подешевела. Из нее стали шить брюки для фермеров и рабочих. Эта идея пришла в голову знаменитому Леви Страусу. Марка джинс, носящая его имя, существует до сих пор. Это Levi's. Легенды о первых джинсах гласят, что они были настолько прочными, что ими сцепляли вагоны. Даже на фирменном знаке Levi's были изображены 2 лошади, тщетно пытающиеся разорвать пару джинсов. Сейчас классическим цветом джинсов мы считаем синий и разные оттенки голубого, но ведь Леви Страус носил коричневый, и все, кто их покупал. Итак, Эльвина, у тебя готовы ушки? Да. Давай посмотрим в целом, все ли детали у нас на месте. Основа есть. Ушки есть. 4 штуки. Мордочка и хвостик. Замечательно. Теперь берем ушки и соединяем их лицевой стороной друг к другу. Закрепляем булавочками и прошиваем. Эльвин, вот это место мы не прошиваем, оставим его. Это отверстие останется для того, чтобы ушко наше наполнилось синтепоном.
А теперь выворачиваем наши ушки. Помоги, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Так, мое ушко вот готово. Давай его расправляй дальше, а мне твое. Для наших ушек синтепона надо совсем чуть-чуть, а если у вас его нет, то можно использовать обычную аптечную вату. Вот наши ушки приобрели объем. Какие мягкие. Теперь берем нашу мордочку и прикладываем к основе. Но прежде чем прошить нашу мордочку, мы ее тоже набьем синтепоном. Теперь все прошиваем нитками. Теперь осталось пришить замок, молнию. Можно взять от старых джинс. Кстати, Эльвин, ты знаешь, что молнию придумали специально для обуви? Первый такой замочек появился 120 лет назад, и опять же в Америке, и никому не понравился. В те времена изготавливать его было очень сложно, при этом он был не таким надежным, как делают его сейчас, и постоянно расстегивался. А вот в женской одежде молнии появились 80 лет назад. Их ввела в моду мадам Шапарель, владелица парижского дома моды. Итак, Эльвин, последний узелок. Посмотрим, что у нас получилось. Наша мордочка на месте, ушки, молнию тоже мы уже пришили, осталось нарисовать мордочку. Итак, мы закончили рисовать нашу мордашку. Вот такой веселый зайчик у нас получился. Чтобы зайчик был еще веселее, одно ушко мы сделаем вот таким образом. Ну вот наш пенал-зайчик готов. Заполним его? Да, карандашами. Вот так старая ненужная вещь превратилась в очень удобную и полезную. Главное посмотреть на нее со всех сторон. А мастерская программы «Зеркальце» закрывается. До следующей недели. Пока-пока. До свидания.